Ухте действительно есть чем гордиться. У города 45-летняя успешная история туризма. Впрочем, несмотря на большое количество желающих заниматься разными видами путешествий, сегодня «Жемчужина Севера» не может обеспечить необходимую подготовку всем. Тренеры есть, нет площадки, во всяком случае пока. Долгое время местный клуб путешественников пользовался спортзалом в Доме пионеров, но он давно пришел в негодность. С тех пор и стоит острая необходимость в специализированном зале. Мы, проверили все более-менее подходящие помещения в нашем городе, начиная от бывших производственных цехов и заканчивая спортзалами и прочими. И, в общем-то, в данном случае мы пришли к оптимальному варианту. Это 33-е училище, бывшее, адрес космонавтов 21А. Помещение там бывшего актового зала. Оно достаточно давно, уже много лет пустует, никак не используется. И мы взялись за то, чтобы провести реконструкцию этого зала. Высота потолков там целых 7 метров, а значит, есть возможность обустроить скалодром. Всего предполагается 8 секций. Помимо скалолазания, это еще высотный альпинизм, горный и пешеходный туризм. Даже секция водного предполагается. А все потому, что подготовка к воде тоже требует спортзала, как и в случае со спортивным ориентированием и даже велозабегами. Зал от Минимущества в пользование туристы получили на 9 лет. Ну а после, с уже конкретным предложением, клуб вышел и на Министерство культуры. В этом году туристы подали заявку на грант и выиграли его. Нужно отдать должное, повторюсь, нашему Министерству культуры и туризма, которое поняло, что с нами нужно сотрудничать, нужно и должно. И пошли навстречу. То есть вот этот конкурс, там было несколько номинаций. Мы выступили в самой дорогостоящей номинации «Реконструкция». Дело в том, что данный центр мы задумали еще 2 года назад. Сегодня в клубе путешественников работают 18 профессионалов в этой сфере и 15 спортивных судей. Для работы в будущем городском центре объединение подготовило еще 12 инструкторов детско-юношеского туризма. Пока все работают исключительно на общественных началах. Занимаются проектной документацией, делают конкретные программы. Ведь будущий зал должен быть выдержан по абсолютно всем нормативам и СНИПам, чтобы заниматься в нем могли не только взрослые, но и подрастающее поколение. Именно на него сегодня ухтинские путешественники и делают ставку. Им важно, чтобы в будущем центре могли заниматься в том числе и дети из неблагополучных или малообеспеченных семей. Ведь это тоже один из элементов воспитательной работы. Впрочем, просвещать в вопросах грамотного туризма сегодня нужно и отчаянных взрослых. К сожалению, сейчас такая наметилась тенденция у нас интернет, там все есть. Люди начитаются всякого бреда, потом хотят зайти с первого раза на Эльбрус и так далее. Там все красочно описано. На самом деле к этому надо готовиться, это нужно осуществлять поэтапно. Наша организация, она как раз-таки обладает необходимым опытом, знаниями и желанием приобщать людей к этому виду деятельности, отдыха, как хотите. По задумке, городской центр активного туризма будет организовывать туры по всей территории Коми и даже за пределами региона. Уже в ближайшее время руководитель проекта отправится в Сыктывкар на подписание соглашения. А после, уже в течение месяца, клуб намерен приступить непосредственно к строительству. Ведь уже в начале следующего года путешественники планируют торжественное открытие центра активного туризма. Любовь Лапина, Виктория Науменко, Олег Белькеев, телеканал Юрган, Ухта.